يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله. Дагестан называют страной гор и горой языков. Только коренных народностей здесь около 30. Большинство из них принято называть малыми народами, хотя величие, пожалуй, уместнее определять не по численности населения, а по тому, какой вклад внесли представители того или иного народа в общедагестанскую и, соответственно, в мировую историю. Село Цахур, куда направилась наша съемочная группа, является центром народности под названием цахуры. В Дагестане их всего около 7000. Чем же привлекло нас это высокогорное селение? Оказывается, в прошлом Цахур был крупнейшим научным центром не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Беседуя об этом с профессором истории Амри Шахсаидовым, я был особенно удивлен одной фразой ученого. Первое в Дагестане медресе университетского типа было основано в Цахуре в XI веке. Тогда подобных учебных заведений не было даже в Мекке и в Медине. Про Мекку и Медину совсем уж удивительно, но тем не менее это правда. Дело в том, что с 8 по 11 век политический центр халифата постепенно перемещался из Медины в Дамаск, а затем в Багдад, самый крупный на тот момент город земли. Изначально построенный как столица, Багдад был не только политическим, но и культурным и научным центром всего мусульманского мира. Целая сеть новейших университетов под названием Низамия была основана в багдадском халифате по приказу знаменитого визиря Низам аль-Мулька. Основной университет, конечно, находился в Багдаде, и по его аналогу строили учебные заведения на периферии. Один из таких университетов в 1075 году по указанию Низам аль-Мулька был основан в Цахуре дагестанцами, прошедшими обучение в Багдаде. Вообще, интенсивность научных связей Дагестана с Багдадом того времени поистине впечатляет. Это были не эпизодические контакты, а налаженная система научного сотрудничества. В столице халифата специально переписывали арабские рукописи для их дальнейшего распространения в Дагестане. Многие наши предки обучались в Багдаде у лучших мусульманских богословов, в том числе и у знаменитого имама Газали, который руководил университетом Низамия. Наши ученые нашли на территории Дагестана около 40 сочинений Аль-Газали, знаменитого великого суфия, одного из крупнейших представителей науки средневекового Востока. Мы знаем, что Аль-Газали умер в 1111 году. Его сочинения широко известны в мусульманском мире. Одно из самых древних экземпляров его сочинений находится у нас. Эта рукопись переписана в 1191 году в Багдаде, находится в Дагестане, в нашем институте. Так вот, мы нашли около 40 рукописей, большей частью 15-18 веков, все они переписаны в Дагестане. Это особый интерес к суфизму, это особый интерес к деятельности Аль-Газали. Его сочинение, но не вам мне это говорить, его сочинение «Ихья улум ад-дин», «Оживление наук о вере», «Минхадж аль-Абидин», «Путь поклоняющихся», его сочинение «Джавахируль Кур'ан», «Драгоценности Корана». И я хотел бы сказать еще одно важное. У него есть юридический трактат «Аль-Ваджиз». «Аль-Ваджиз». В Дагестане есть его экземпляр 1332 года. Этот экземпляр завоеватель Тимур принес в Дагестан и отдал местному мугинскому правителю из селения Муги для того, чтобы он управлял по-шариатски, по этой книге, по шафиитскому праву. Мы знаем Дагестан шафиитское право. Это большое дело. Кстати, я не знаю другой территории, где бы на такой маленькой земле, на таком клочке, на пятачке, как Дагестан, в течение веков нашли бы около 40 рукописей одного крупного ученого, в данном случае Аль-Газали. По признанию историков, Багдад того времени стал центром научного развития мира.
Со всего света сюда съезжались ученые, исследователи и философы, причем не только мусульмане, но и представители других конфессий. По всей земле больше не было подобных университетов. В Багдадской библиотеке хранилось более 4 миллионов томов, причем не только религиозного содержания. В мусульманской традиции не было разделения наук на светские и духовные. Общеизвестно, что основы современной астрономии были заложены мусульманскими учеными. К примеру, еще в те времена им удалось вычислить скорость вращения Луны вокруг Земли, составив математические формулы, которыми мир пользуется и по сей день. Такие науки, как алгебра и тригонометрия, были основаны мусульманами. Слова алгоритм, химия, цифра и многие другие общепринятые в науке термины имеют арабское происхождение, поскольку все эти знания были восприняты остальным миром от арабов. Пройдя основательное обучение в столице халифата, дагестанские алимы возвращались на родину, чтобы дальше распространять знания среди горских народов. Мощными научными центрами стали Дербент и Цахур. Такого медресе, как в Цахуре, не было на тот момент на всем Северном Кавказе. В поисках знаний сюда стекались мутаалимы со всех областей Нагорного Дагестана. Кроме учебного процесса, в Цахуре велось активное переписывание научных рукописей. И что особенно важно, переводы книг с арабского на местные языки. И если традиция устных переводов уже существовала среди горцев, то письменные переводы с арабского на дагестанские языки впервые стали делать именно в Цахурском медресе. Основание такого учебного заведения в XI веке дало мощный импульс развитию науки и культуры в регионе. Село, конечно, было большое, огромное. По историческим данным здесь описывают 7 тысяч дворов в Цахуре было. И мечеть аналогично, конечно, была очень огромная. В наши дни селение Цахур не так велико, как в прошлом. И здание древнего медресе внешне не производит того впечатления, которое складывается из исторических описаний. Сейчас оно функционирует просто как мечеть. Каждый пятикратный намаз мы совершаем. Раньше это было, сейчас почти у нас не остались люди. Почти переселились одни дети и старики. Они пятничный намаз в полном режиме совершаем в мечети. То есть каждый из 5 намазов вы здесь совершаете? Да, каждый. Но прихожан мало бывает? У нас прихожан около 18, иногда до 20 человек бывает. Это связано с тем, что население вообще... Населения у нас мало. Соседнее сел тоже приезжают к нам на пятничный намаз. По словам имама, для организации учебного процесса в селе не хватает специалистов от духовенства. Годы атеистического правления не прошли даром. После установления советской власти здесь, они обустроили школу в 1936 году. Памятник мы там покажем, конечно, это архитектурный, исторический памятник. И они перегородили, эти арки и сделали, здесь классные помещения. Школа функционировала здесь вплоть до 80-х годов. И, кстати, наш добровольный гид многие годы работал ее директором. Когда школы организовали, эти перегородки как раз были закрыты. 4 помещения с этой стороны, 4 помещения с этой стороны были. И коридор. Да, вот так перегородки. Это был коридор. Доверху коридор, там кабинеты, а это помещение. Превратить здание медресе в школу все же намного лучше, чем просто его разрушить или отдать под продуктовый склад, как это делалось в некоторых селах. Можно сказать, учебное заведение работало по своему профилю, только духовных знаний здесь уже не давали, скорее наоборот. А внутри, что касается, конечно, украшения, убранства, все это было написано на стенах. И тоже, когда школы организовали, все перекрасило под известь. В некоторых местах, когда снимаем мы, там видны масляными красками, она была расписана, мечеть, полностью. Аятами? Аяты были там, да, изображения, все это было.
И когда мы маленьким были, я помню, и мехраб был там, куда поднимался мулла. Его красотой просто можно было любоваться. Потом тоже оттуда вынесли его, школа, где-то оставили, вынесли по кускам, вот так она развалилась. Здание Цахурского медресе, конечно же, не раз реставрировали и перестраивали в течение истории. Надписи на каменных плитах ясно свидетельствуют об этом. Интересная надпись здесь нашли. Дуня создана для исчезновения, для исцеления ахират, для того, чтобы осталось вечное, говорит. Месяц Шаабан говорит, было землетрясение. Вместе с этим селением, эта мечеть разрушилась как вместе с селением. Потом люди, говорят, обратно восстановили эту мечеть, вот так, говорят, в этом виде, в году, говорят, от хиджры пророка, алейхиссалату вассалам, в 1079 году по хиджре. Минарет, на котором я сейчас стою, новой постройки. Говорят, что в прошлом при Цахурском медресе тоже был минарет, который разрушился во время землетрясения. И восстановили его совсем недавно, в начале 90-х годов. И особо приятно отметить, что в его архитектуре сохранен древний стиль. Как видно, перекрытие потолка в этом здании сделано из камышовых прутьев. Но камыш, как известно, в Цахуре не растет. А каким же образом эти прутья попали сюда? Оказывается, цахурцы исконно занимались отгонным животноводством. И когда перегоняли свои стада из закатал обратно в селение, привязывали к каждой овце по 2-3 прутика камыша. Таким образом, доставили сюда этот строительный материал. Недалеко от медресе Цахура на возвышенности расположена усыпальница Зиарат, где покоится один из арабов-проповедников, прибывших в Дагестан с просветительской миссией. Особенность этого зиарата еще и в том, что здесь хранятся практически все рукописи из Цахурского медресе. Очевидно, их вынесли в советское время. Некоторые из рукописей хранятся аккуратно, другие просто свалены в кучу и частично портятся. Вот это очень старая вещь, вот это. Вообще старая вещь. Это же на коже даже написано, по-моему, да? Да, это очень старая. Вот это настоящий вот этот пергамент или как он? Кусочек пергамента приклеили, да? Хаза шарх ан-намузадж. Это книга по грамматике. Вот те времена, советский период, когда все это запрещалось, то приезжалась одна делегация, то приезжалась другая, и историки были там, и ученые были. И, видимо, просто люди, которые знали толк в этих книгах, перепродавать. Можно сказать, половина из них унесло. Несмотря на расхитительство и плохое хранение, в Цахурской коллекции можно найти еще немало интересных рукописей. Это экземпляр Корана, в котором под каждым арабским словом приводится его значение на персидском. Хотелось бы отметить, что это не перевод, поскольку здесь нет смыслового связанного текста перевода, просто каждое слово перевели в отдельности. Наше внимание привлек также свиток, на котором изображены схемы 3 основных мечетей в Мекке, Медине и Иерусалиме, а также схема других мест, посещаемых во время хаджа. Это своего рода подробное руководство в помощь паломникам. Это Муздалифа нарисован здесь. Потом Хайф, Машиду Хайфа, Арафа. Как схема получается. Здесь показано Машиду Харам. И вот здесь Мимбари, все. И показаны места, где 4 мазаба люди намаз делают. Вот это место как раз напротив Ибрахима Макам получается. Мусалли Шафи'и, который Шафи'и намаз делает место. Вот здесь ханафиты намаз делают. Рукописи, хранящиеся на зиарате Цахура, требуют, конечно, большего внимания и изучения. Мы посетили также кладбище, которое называют Верхним. Здесь, на могильных плитах, можно обнаружить немало интересных надписей. На Верхнем кладбище села, когда я записывал дипломную работу после окончания университета, были, распечатаны надписи. Там была могила
которое интересовало меня. Я думал, наверное, какой-то шейх или кто-то здесь похоронен. 2 могилы подряд. И в институте нашем, дагестанском, нашей истории, языка, литературы, были расшифрованы эти. И там была такая надпись. Значит, здесь были похоронены 2 студентов, или суфиями их тогда назвали, из Казикумуха, которые обучались в Сахурской медресе. Здесь учились, муриды, что ли, студенты. Их могилу отдельно нас. Их муридами называли, да? Муридами, да. По всей видимости, слова «мюрид» и «суфи» стали здесь именем нарицательным. Так в Цахуре называли всех тех, кто учился или преподавал в медресе. Это очень показательно. Многочисленные исторические факты, известные на сегодняшний день, говорят о том, что именно суфии стояли у истоков развития и распространения мусульманской науки и культуры в Дагестане. Но это уже тема отдельного разговора. Суфизм действовал в Дагестане не сегодня, не в прошлом году, не 100 лет тому назад. Суфизм имеет не менее 1000-летнюю историю. Я не оговариваюсь, 1000-летнюю историю. В X-XI веках Дербент был одним из крупных очагов суфийских идей на территории Кавказа и на территории всего халифата. Это обосновано на конкретных данных, на сочинениях, которые в настоящее время выявляются. Сейчас невозможно изучать ислам, не зная суфизм. Ученые установили, что когда ислам начал расширять свое пребывание в Дагестане в X-XI веках, этот процесс шел в форме распространения суфизма. Дагестанские ученые нашли книгу, рукопись, которая принадлежала Абу Бакру Мухаммеду, сына Мусы ад-Дербанди. Он жил в конце XI, первой половине XII века. Его книга называется «Базилик истин и сад тонкостей». Это словарь суфийских терминов, написано на арабском языке, на очень трудном языке, потому что никаких харакатов, никаких знаков чтения, никаких точек даже нету в этом тексте. И все-таки нашелся человек, который перевел, сделал эту работу. Это наш дагестанец, воспитанник Дагестанского государственного университета исторического факультета, аспирант. Потом он работал в Санкт-Петербурге, сейчас он работает в Институте Востоковедения в Москве. Фамилия его Аликберов, Аликбер. Он на основе этой рукописи написал книгу о суфизме в Дагестане в X-XI веках. Эта книга называется «Эпоха классического ислама на Кавказе». Я думаю, если эту книгу вы увидите, видите, она объемная, написана на русском языке, с блестящим знанием арабского языка, где здесь показаны этико-догматические и нравственно-этические нормы суфизма, и причем особенности и закономерности суфизма на территории Дагестана. Сейчас мы изучаем суфийские трактаты, сейчас мы изучаем суфиев, их творчество, мы изучаем творчество Мухаммеда Аль-Иради, творчество Хасана Кахибского, творчество Шуайба Эфенди. Мне, конечно, не совсем удобно, и вам неудобно, видимо, что сочинение Хасана Кахибского и сочинение Шуайба Эфенди почти все изданы в Сирии. Спасибо они, что это сделали, но это не в меньшей мере это наша задача была. Я думаю, что вместе усилиями мы в Дагестане найдем много еще сочинений, которые ждут своего исследователя, своего интерпретатора, своего переводчика. Спасибо за внимание.